imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Hosanna Synu Dawida, благословенный той, кто приходит в имя Пана, благодаря Израиля, Hosanna на вершинах. Дорогие браты и сестры, от початку Великого посту мы рихтовали наше сердце до этого дня про покаяние и учинки христианской милосердности. Сегодня мы собрались разом, как всем костелом распочать святкование пасхальной таинницы Иисуса Христа, для исполнения якой он вошел в свой город Иерусалим, как там поверьте и воскреснуть. Узгадуючи, że ty zwalczył łakot z wierą, a daność chodzą i my za Pana, jak wierzyli dziełu Jego krzyżowych tajemnicach, stać udzielnikami woskrzeszenia i życia wiecznego. Молимся, пусть молодые вещи Бога, освети как яковинки своим благословением, как с радостью язычи, как Христом благодарен, против истина вечного Иерусалим, яки живее молода мечта веки вечные. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia od Macieja. Chwała Panu. Коли наближались до Иерусалима и пришли в Бетанию, тогда до горы Оливной, тогда Иисус послал двух учнев, кажучи им: идите в вёску, что перед вами, и одразу знойдете привязанную ослицу и осляня с ёю. Отвяжите и приведите до меня. А коли вам кто скажет что-нибудь, откажите, что вели потребные Пану, и зараз же отошли. Отошли их. И сталося это, как сбылось сказанное пророком, який каже: скажите дочке Сиону, Господь твой иде на тебе, глаголный сядить на ослице и на ослянице, сыне Панны Яренной. Учни пошли и сделали так, как загадал им Иисус. Привели ослицу и осляня и поклали на них свои одежды, а он сел на его, и множество людей стало свое одели на дороге, а иншие зразали калинки с древом и слали на дороге. И на том, який шли перед ими, и следом за ими воскликали: Hosanna Сыну Давиду, благословенный той, кто приходит в имя Пана, Hosanna на вершинах. И коли он вошел в Иерусалим, взрушился весь город, и пытались: кто это? А народ отказывал: это пророк Иисус с Назарета Галилейского. Это слово Пана. Хвала Твоей.
Дорогі брати і сестри, подобно на тому, які урочисто вікавлюються Христа, пойдем і ми разом. Госанна, 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 Сину Давида. Госанна, 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 Сину Давида. Благословленный той, кто приходит у имя Бога. Влада Израиля Госанна на вершинах. Госанна, 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 Сыну Давида. Святую ікшу спrawują za róży różańcowe, a tak samo w tych intencjach, w jakich oni modlą. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты учинил, что нас звал, принял тело и помер на крыже, когда человечу вам уроду узор покоры. Ласкаво допоможи нам наследовать Его прикладу терпений и заслужить удел Его с мертвых повстаний, яки с Тобою живее благодарить в едности Духа Святого, Бог празднуй все веки вечные. Сядем, как выслушать Божие Слово. Czytanie kniги proroka Исаии. Пан Бог дав мне мову мудрих, как я ведал, як словом потримать несильного. Кожну раницу Пан будет мне, обучая слых мой, как я слухал его, як учил. Пан Бог открыл вуха мое, и я не заперечил, не ступил назад. Плечи свои я подставил тем, кто бьет, и щеки свои тем, кто выдирая бороду мою. Обличия своего я не отвернул от зловах и плевания. Пан Бог, да помогая мне, тому я не буду осоромленный. Тому зробил я твар свой, як твердый камень, и ведаю, что не зазнаю сорому. Гэта Слово Божие. Боже мой, Боже, чему меня не покинул? Боже мой, Боже, чему меня не покинул? Все, кто бачит меня, насмехаются с меня, открывают вкусные головой, кивают. І он сподівався, напевно, нехай же визволить його, нехай урятує коріння мою любить. Боже мой, Боже, чому меня не покинул? Собаки окружили меня, сборище злочинцев меня обступило, пробили руки мои
Нехай боится его все потомство Израиля. Боже мой, Боже, чему меня не покинул? Читание послания святого апостола Павла до Филиппинам. Иисус Христос, будучи в постати Бога, не полечил потребным быть наравне с Богом, а вырекся самого себе, принявши постать слуги, преподобившийся до людей. Из выгляду ставший как человек, принизил себе, будучи послухмянным, аж до смерти, смерти крыжовой. Тому Бог узвысил его и дал ему имя, понад всякое имя, как на имя Иисуса силялось кожное колено створением небесных, земных и подземных, и как кожный язык вызнавал, что Паном есть Иисус Христос, для хвалы Бога Отца. Это Слово Божие. Хвала Тебе, Богу. Хвала Тебе, Богу. Христос принизил себе, будучи послухмяным аж до смерти, смерти крыжовой. Тому Бог узвысил его и дал ему имя понад всякое имя. Хвала Тебе, Богу. Мука Пана нашого Єсуса Христа. У той час привели Єсуса до наместника, и спытался у его наместник: «Ты король юдейский?» Иисус сказал ему: «Ты кажешь». И коли обвиновачивали его первосвятари и старейшие, и он ничего не отказывал, тогда каже ему Пилат: «Чи ты не чуешь, кольки сведчит супроть тебе?» И он ни одного слова не отказал ему. Тому наместник вельми дивился. На свято наместник мел звичай отпускать поводле жадания народу одного вязня. Был тады у их один вязень, званый Вараба. И вось, коли яны собралися, сказал им Пилат: «Кого хотите, как я выпустил вам, Варабу, чи Иисуса, званого Христом?» Бо ведал, что от зайздрости выдали его, а коли он засядал у суде, жонка его меня послала сказать ему: «Не роби ничего тому справедливому, бо я сегодня у сне шмат терпела за его». Але первосвятари и старейшие подбухтовали народ, как просили об Варабу, а Иисуса отдали на смерть. Отказываючи, наместник сказал ему: «Кого з гэтых двух хочете, как я отпустил вам?» И они сказали: «Варабу». Каже им Пилат: «А что мне робить з Єсусом, якого зовуть Христом?» Кажуть усе: «Нехай буде укрижований». И он же сказал: «Что древнего зробив он?» Але яны еще мацней кричали: «Нехай буде укрижований». Пилат, убачивши, что ничего не допомагає, а хвалявання узрастають, взяв воду и обмыл руки перед людьми, кажучи: «Не виноваты я у этой крови, глядите сами». И увесь народ отказал: «Кровь его на нас и на детях наших». И отпустил им Варабу, а Иисуса после бичевания отдал на укрижование. Тады жаўнеры наместника, звёўшы Иисуса у преторию, собрались около его и собрали целую когорту. Распранули его и накинули на его червоный плащ, спляли венок с тернем и усклали ему на голову
і дали йому у правую руку трістину, становлячися перед ими на колені, насміхалися з його кажучи: «Вітай, король юдейський!» І плювали на його, брали трістину і били його по голові. А коли висміяли, зняли з його плащ і опранули у одіння ягоне і повели його на укрижування. Виходячи, вони зустріли одного тиранейця по імені Симон, якого примусили нести криж Єзуса. Коли прийшли на місце, називане Гольгота, що означає «місце черепа», дали йому випити вина, змішаного з жовчю. І він покаштував, але не хотів пити. Тия, хто укрижував його, поділили ягоную комнатку, кидаючи жребія, і сидячи, пильновали його там. І змістили над головою ягоной напис з віною ягоной: «Гета Єзус, король юдейський». Тады укрыжавалі з ім двух злочинців, одного по правого, а другого з левого боку. Тыя, хто праходзіў, зневажалі яго, ківаючы головами і кажучы: «Ты, што руйнуеш святыню і за 3 дні будоўваеш яе, уратуй сябе самога, калі ты сын Божий, сыйдзі з крыжа». Таксама і першасвятары, і кніжнікі, і старэйшыя насміхаліся і казалі: «Іншых ратаваў, самого сябе не можа ўратаваць, ён король Ізраіля. Нехай сыйдзе цяпер з крыжа, і мы павернем яго. Спадзяваўся на Бога, нехай Бог вызваліць яго цяпер, калі любіць яго, бо ён казаў: «Я сын Божий». Таксама і злачынцы, укрыжаваныя з ім, зневажалі яго. Ад 6-й гадзіны цемра настала па ўсей зямлі да гадзіны 9-й, а каля гадзіны 9-й усклікнуў Езус моцным голасам, кажучы: «Элі, Элі, лама сабахтані», што азначае: Боже мой, чаму ты мяне пакінуў?» Некаторыя з тых, хто стаяў там, чуючы гэта, казалі: «Ён кліча Ілію». І адразу пабег адзін з іх, узяў губку, намачыў яе ў воцат, насадзіў на трісціну і даў яму піць. А другія казалі: «Чакай, пабачым, чи прыйдзе Ілія ўратаваць яго». А Езус знову ускрикнуў моцным голасам і скінуў галаву. Усе становімся на колени. Повстанем. І ось заслона у святыні разорвалася надвое зверху аж до низу, і земля затраслася, і скалы раскололися, і могилы открылися, і многие телы померлых святых увоскресли, і вышли з могилов після ягоного увоскресения, і войшли у святый город, і показалися многим. А сотник і тыя, хто вартаваў з ім Езуса, убачыўшы землятрус і ўсё, што сталася, вельмі спалохаліся і сказалі: «Сапраўды, гэта быў Сын Божий». Гэта слова Пана. Сядзем на некалькі хвілін. Навошта Касцёл перажывае альбо сёння у пальмовую нядзелю на пачатак Вялікага тыдня чытае муку Пана? Чи по гэтаму, каб нас расчуліць, як поступілі
з Єсусом Христом? Ні. Костюл читає, бо хоче показати, що ця мука Пана з'являється нашим образом нашого життя. Гетто читаючи муку Пана, ми глядимо якби у люстра, в якому бачимо самого себе. Бо справді, який грех забив Єсуса Христа? Сьогодні у світі народи справджаються, хто забив Єсуса Христа? Чи римляни, чи жиди? Неважно, брати і сестри. Бо Єсуса Христа забив Ян, ксьондз Ян, своїм грехом. Ми його укамінували, ми його укрижували, пробачте, край ласка. І я тим, хто забивав те гвозді. Ось чим з'являється читання муки панської. Погляньмо на Єсуса Христа, який на початок, як бачимо, уїжджає на восліку у город Єрусалим, де його вітають «Вітай, король жидовський! Вітай, король!» А затим, ті самі люди, що кричать «Вітай!» на крижі. Чи в нашому житті чогось такого не відбувається? У нас як все добре, то ми дякуємо Пану Богу. А коли у нас щось дренне, то ми не відаємо. Чи дякувати Пану Богу, а може утекаем от Пана Бога. А некоторые больше з нас обратно, иначе поступают. Коли тривога, то летим до Бога. А коли в нашем житті все добре, то я з'являюся Богом самим для себе. Ісус Христос уезжая на вослику, не въезжая на коне, были там кони. Мог бы сказать, проведите мне коня якогось моцного, сильного, прихожого, я на ньому їду, як справжній король. Ні, приведіть мені вослика. Этого самого вослика, можна сказати, на яким Ісус Христос народився. Бо все життя Ісуса Христа опирається на этом вослику. Марія з Юзефом їде на вослику. Юзеф з Марією і з Єсусом утекають на вослику. Сьогодні Ісус Христос уїжджає на вослику. Чим цей вослик з'являється? Покорный. Только человек покорный может признаться до того, что каждый день у своем житті, забивая Иисуса Христа, отворачивается. Вельми часто несвідомо, бо грехи вельми часто поклоняємо якісь несвідомо. Але бережи, Пане Боже, нас, коли наш грех був свідомий, бо він тоді з'являється грехом вельми тяжким. Сьогодні ми почули на сам кінець Євангелія, якою прочитали, питання, або, може, отказ, який дав справді. Це був Син Божий. Сотник сказав. Чому? Бо на його з пробитого боку пролилася кров Ісуса Христа. А скільки у сьогоднішньому житті, у нашому житті, Бог вилив крові на нас, як ми обмилися, як ми направили своє життя, як ми імкнулися змінити що-небудь. І може, справді, заканчивается Великий пост. Мы зробили постановы. Шмат хто з нас в этих постановах не витримав. И это не поэтому, как показать, какие мы слабые, а как это поэтому отбылося, что нас не подняла наша пиха. Босик я, моцный и сильный, витримав у своих постановлениях. И вельми часто эти наши постановы і не мають усварушити наше життя, як ми його пробували перемінити. А сотник і тия, хто вартувався Єсуса, убачивши землятруси і все, що сталося, вельми спалохалися і сказали, справді, це був Син Божий. В сьогоднішньому світі відбувається землятрус, этой епідемії, в якій ми живемо. Але чи ми звертаємося до Пана Бога? Чи ми просимо о допомогу Пана Бога? Ведь
Ведь мы, христиане, повинны молиться, как народ навернулся. А Бог посылает нам этот час выпробования, этот час собрал нам великого посту. Но не было такого великого посту, когда поглядим, что робится в свете. Говорит, справді великий пост має перемінити наше життя, має допомогти, як ми ще раз звернули наші думки, почуття до Пана Бога. І може звернулися від справ, які нас відтягують від Пана Бога. Нехай за тим це коротке розважання, вельми коротке, поможе нам стати правді перед Паном Богом. Как мы сапраўды могли сказать, сапраўды. Это в нашем житті все, что отбылося, это отбылося дякуючи Божьей воле. Веру в одиного Бога, а Отца всемогущего. Всякого и неважного. Веру в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженого, перед всеми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного. народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавлення, зійшов з неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас при Понским Пилате, был замученный и похованы, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов прийде у хвале судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один хрест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Амен. Праз Єсуса Христа, який праз свою муку і смерть на крижі выслужил людям збавлення, вознесен до Бога Отца милосердности покорные молитвы. Молимся за святый костел, как приносил терпящим с утешения о грешных пред нам с Богом. Тебя просим. Молимся за международные организации, как за все служили в справе супокою и поjednaniu людей. Тебя просим. Молимся за всіх охрещених, как в Евхаристии черпали моц для несения Христового крижа. Тебя просим. Молимся за оружие руженцовые, а так само у тих інтенціях, в яких вони моляться, как добрий Бог вислухав їхні молитви. Тебе просим. Молимся об обороне всех людей от небезпечной хвороби, в інтенції всіх захворевших, а так само за лекарів і супрацовників служби охорони здоров'я. Тебе просим. За нас, удельников этой святой иши, как глубокое переживание пасхальных таемницев наполнило нас спокоем. Тебе просим. Боже, Ты здобыл нас для себя про своего Сына. Выслухай наши молитвы и учини, как все люди открыли свое сердце до Тебе, одиного и заправдного Бога, праз Христа, Пана нашего. Тело Христа за нас вяра, 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 Христова кровь за нас пролита,
Христова кровь за нас пролита. Христова кровь за нас пролита. Христова кровь за нас пролита. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Panie, wraz z boku Twojego jedynorodnego Syna spaszli nam Twoją litość. I choćmy swoimi uczynkami nie zasłużyli Twojej miłosierności, однако сподеемся примать ее разгретую святую отвяру, праз Христа Пана нашего. Аминь. Аминь з вами. И с духом Твоим Укору серці. узосimy dla Pana. Подякує Пану Богу нашому. Бога это и справедливо. Справедливо это и справедливо, слушно и избавленно. Как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Panie święty Ojcze, Wszechmogutny wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego. I On wolny od grzechów cierpiał za nas grzesznych i był niesprawiedliwie osądzony za nasze złoczyństwy. Swojою śmiercią zmył nasze prawiny, jako z mертвых powstanie przyniesła nam zbawienie. Тому z усими aniołami my прославляем Ciebie, z radością usklikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинах, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение во праз Сына Твоего, Пана нашего, Иисуса Христа, действуя мощью Духа Святого, Ты все оживляешь и несбытно избираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому у едности с усим костелом у первый день тыдня, коли Иисус Христос увоскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти мощью Духа Твоего эти дары, якие мы принесли Тебе на ахвяру, как сталися яны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо Он у тую ночь, коли был выдадений, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich i podziaku Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, każąc: «Bierzcie i pijcie z jego все, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzu,
якая за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Гэта чините на мою память. Это великая таємниця віри. Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскрешение и шагаем Твоего прыся в хвале. Panie, wspominaючи свалчую руку Twojego Syna, tak samo jako cudowne воскресение i unebowszestie, i czekaючи Jego другого прийстя з подякой, складаем Тебе эту живую и святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего Костела, и прими Его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленный, да сколько мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он Сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с избранниками Твоими, найдешь с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, со святыми и славными мучениками Твоими, со святым Архангелом Михаилом, ангелами, святым Яном Павлом II, святой сестрой Фаустиной, благословенным księdzem Брониславом Маркевичем и всеми святыми, прав заступництва яких мы сподіваємося на Твою бездомную допомогу. Просим Тебя, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе усему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який прихилує на землі, со слугой Твоим папом нашим Франтишком, biskupom naszym Tadeusza, z usimi biskupami, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый на просьбу этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсеяних по світі дітей Твоїх. Наших померных братов и сестер и всех, кто в Твоей ласце пришел с этого свету, милостиво прими у благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ими завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Раз Христос, Христови у Христе, Тобie Boże Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia пошана и хвала, разу всякими вечная. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче Наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владыцтво Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою. Czekali spełnienie szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bóg Twojego
Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наших, ale na wieru Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolej, a daryć Jego spokojem i jednością, jaki żyjesz i walodarisz na wieki wieczny ja. Spokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. Передайте ближнему знак спокою. Baranku Boży, i weź na siebie graki światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, i weź na siebie graki światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na sobie graki światu, a dary nas upokoje. Woź baranek Boży, boś той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony i opatlikany na nieczebie Boju. Panie, ja nie warty, jak Ty uważ ode mnie, ale skaży tylko słowa i będzie ozdrowiona dusza moja. Dziela Chrysta za nas, Dziela Chrysta za nas ofiara. 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 Христова кров за нас пролита, Христова кров за нас пролита, Христова кров за нас пролита, Христова кров за нас пролита. Ой, народе, что тебе забил я, чем виноваты, пред тобою был я тебе видел, слезы фараона, а ты признавший Кришне народный, о мой народе, что тебе зробил я, чем виноватый, пред тобою был я
Ты ж мне призначил смерти знаменный, о мой народе, что тебе забил я, чим виноватый, пред тобою был я тебе выбрал Божию лозою, а ты мне дал завет напою. О мой народе, что тебе забил я, чим виноватый, пред тобою был я. Молимся. Пане, нацадал нас хлебом небесным и просвет Твоего Сына дал нам надею на вечное житие, у якое верим. Покорно Тебе просим, как нас, яко з мертвых повстане, высогнули к мертвым нашего вандрования, праз Христа Пана нашего. Amen. Объявы душпастерские. Пальмовая неделя, неделя Путь Панской. На гэтым тыдні будем перажываць трыдыум пасхальна. 9 красавіка прыпадае Вялікі чацверг, памятка устанаўлення сакраменту Эўхарыстыі святарства. Святая імша вечеры Пана адбудзецца у нас у капліцы ў 19:00. 10 красавіка Вялікая пятніца мукі панства Пана. Набажэнства Вялікай пятніцы распачнецца ў 19:00 крыжовым шляхам каля капліцы пры умовах добрага надвор'я, які павядуць мужчыны нашай парафіі. Пасля набажэнства адбудзецца перанесенне Найсвяцейшага сакраменту ў грабніцу, дзе распачнецца навенна перад Божай міласэрнасцю, а таксама адорацыя пры гробе Пана, которая будзе трываць да 22:30. У гэты дзень абавязвае сціслы пост. 11 красавіка Великая субота. Святая імша Вігіліі Панскай адбудзецца ў 21:00. Благословление страв на Великодный стол з 10 до 17 кожную годину, czyli початок кожної години. 10, 11, 12, 13 так далі. Кожную годину будуть освячаться стравы. А у 14 годин великодные стравы осветить, коли нічого не зміниться, біскуп Юрій Касавуцький, на які освячення сердечно запрошаємо. 12 красавіка Великодная неделя с мертвых повстания Пана. Святая імша резуррекційна адбудецца двойчы. У 7 раніцы і ў 9. Таксама будзе святая імша ў 11 гадзін. Больш святых імшаў у наступную недзелю не будзе, czyli у 7, у 9 і ў 11 гадзін. 13 красавіка ў панядзелак, другі дзень святаў, святая імша ў 19:00. Ахвяры сённяшняй недзелі прадназначаныя на патрэбы духоўнай семінарыі. Раз увесь тыдзень паўгадзіны перад святой імшой можна будзе скарыстацца сакраменту споведзі. Таксама ў Вялікую суботу паміж гадзінамі асвячэння. У нядзелю з мёртвых паўстання Пана споведзі не будзе. Калі ласка, запісваем хворых да сакраменту споведзі. Дзякуем за ахвяраванні, асабліва ўсім, хто прычыніўся да прыгатавання вербачак на сённяшні дзень
тим, хто допомагає розпроважати ті вербочки, тим, хто вчора допомагав убирати територію навколо каплиці, так само на території будови, за спів, за праву літургічну, і так само тим, хто прибирав каплицю. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за добродіях вірдавців нашої парафії, так само о многих добродіях будівництва санктуарія Божої милосердності, за нас доручаючи кожного по особку опеці Матці Божої Руженцової, Твоєї обороні отдаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погашай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас во всем. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас проявляй, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Теперь за хвилину отбудется набожество песням жалобы. Будь завсёды похвалёны, Всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похвалёны, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похвалёны, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. песни жалобы заспевайте, сердце горе наполняйте, Сердце горе наполняйте, Божий властям креницы, дайте горьких слез напиться, дайте горьких слез напиться. На вас солнце, месяц, горы, судно светят нивы в горы, судно светят нивы в горы. Помнить небо плача любовь, жен их час веселый, жен их час веселый. Крышатся со страху скалы, мертвые от своих повстали, мертвые от своих повстали. Кто жальбу свою стремает, целый свет не выканает, целый свет не выканает. Криш Христовый канает, души острым болем ранят, души острым болем ранят. Моцай лаской силой рана, знищи зло
допомогою Божої ласки починаємо розважання над мукою нашого Пана Ісуса Христа, а хвалуємо Його небесному Отцу на прославлення і хвалу Його найбожської величі, покорно дякуючи за великую і надзвичайну любов до человечества, за то, что спаслал своего Сына, как терпел за нас жахливые покуты и принял смерть на крыжи. Гэтые развяжанні ахвяруем так само для ушанования Найсвятейшей Панны Марии, Маці Болесной, Божьего Сына, а так само на ушанование святого Юзефа и тых святых, якія вызначаліся асаблівым набажэнствам да мукі Христа. У гэтай апошняй частцы будзем разважаць аб тым, што Пан Jesús выцерпеў ад хвіліны укаранавання аж до цяжкага скону на крыжы. Усе цярпенні, кпіны і крыўды, якія ён зносіў, ахвяруем за грэшнікаў, каб збаўца абудзіў іхнія заблуканыя сэрцы і натхніў іх да пакаяння і жыцця ў праўдзе. А таксама будзем маліцца за ўсе душы, якія церпяць у чыстцы, каб літасцівы Jesús пагасіў сваёй крывёю агонь іхніх мукаў. Будзем таксама прасіць Пана, каб ён і нам у хвіліну нашай смерці даў ласку скрухі за грахі і дапамог вытрываць у надзеі да апошняй хвіліны жыцця на гэтым свеце. Таксама будзем ахвяраваць, каб Бог уратаваў наш свет ад небяспечнай хваробы в інтэнцыі ўсіх захварэўшых супрацоўнікаў службы аховы здароўя. Шукає серця, ти ще не плачеш, ті ж мука Пана, страшних ти не бачиш. Jesús твой любить, Єстрій стякає, сил больш немає. Нас полюбивши, сышел Jesús с неба, дивось на плечи, крыш прямая стреба. Павильон лежит, мне знать не можно, добрый наш Боже. На крыш кладется, тихо терпеть муки, тихни вырцала, пробивая руки. А над землею золотую крышу сносит, небо голосит, древо святое, дай назвал цветела, как на табежу, более не висела. Мы поховаем под наступным гробе, с плачем жалобе. Jesús мой Пане, прагну покаяния, правду знадеяния, греху дарования. Наши грехи злые мысля забей, сжалься над нами. Богу навеки, хай же будет хвала, за все дня благи, Иисус меня мало. За нас терпел Он, Бога Сына земли, звался невинный. Иисус нас верный лата, злодеями был поравнаны. Иисус милый Пане,
Jezu, miły Panie, Jezu, dla krzyża na Golgocie, był Ty przybity tupłymi cwikami. Jezu, miły Panie, Jezu, za zbaczyńcami razem, Ty przynarodnałeś makarany. Jezu, miły Panie, Jezu, Ty ścieki żołnierał, Bolu wzmacniali wiatri Twoje rany. Jezu, miły Panie, Jezu, na krzyży kaściwa, złodzieju łaskę dała jednania. Jezu, miły Panie, Jezu, podstaw żołciu zmieszany, dali na wieliciu i dokonania. Jezu, miły Panie, Jezu, Tyś smałkliwa pakupy, Kadry nie czuli Twojego narakania. Jezu, miły Panie, Jezu, z krzyża uczniami zняli, u grabnicy Ty był pachowany. Jezu, miły Panie, chwała Wasza naszemu Panu, zawsze zmiałagi, zaliczawani, zawsze cierpieni, zawsze muczeni, za nasze zbawienie. Ach, ja Maci, nieszczęśliwa, żołcia pieśni mają siły, na krzyży mój luby Syn, na krzyży mój luby Syn. O Maryja, woń Twoi ludy, pod krzyżom Twoje pakuty, jaka cudowista Oj, jaka cudowista Oj. Łaskaje mój synosza, zakrywaje ją oczy, jaka naju razem Ci, jaka naju razem Ci. Maci straszna lubiadою, podzielися Ty со мною, дай мне познать Твой боль, дай мне познать Твой боль. Он не чую Сына Божий, и Он скинул на груди Бога. Я на свете жена, я на
буду серці я носить. Який за нас тягнева рана. Єсу Христе, змилуйся над нами, який за нас Тягнева рана. Єсу Христе, змилуйся над нами, Який за нас тягнева рана. Єсу Христе, змилуйся над нами. Таямницу сакрамента воспарай наши осень. Тратимо царує права, Божа новый заповедь, Что нам разумеет тумачить святое принятие Богу вечному Тройцы, благословение и хвала и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походить, Отцу вечного святла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в найсвятейшем сакраменте покинул нам уставин своей руки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы за все не отшивали совершен Твоего откупления, яки живешь и владарный с Богом Отцом едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. Божий молоте, о хлебе наши, у сакраменте, славлю Пана, Божий молоте, о хлебе наши, у сакраменте, славлю Пана, кожний моменте, о хлібі нашими, у сакраменті, о хлібі нашими, у сакраменті. Святый Боже, святый Господи, святый несмиренный, змилуйся над нами. Святый Боже, святый Господи, святый несмиренный,
змилуйся над нами. Святий Боже, святий Господи, святий святий, змилуйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы, храни нас, Боже, от греховной и неспасенной смерти, сдержи нас, Боже. Мы грешные, Тя Бога просим, выслухай